А яркую эмоциональную точку на уходящей неделе поставили в субботу в Нурлатах, где прошел республиканский чувашский праздник Уяв. Это своего рода чувашский Сабантуй. На Нурлатской земле проходит он не первый год и не случайно, ведь здесь почти четверть населения района составляют чуваши. Впрочем, на праздник собираются гости не только из районов Татарстана, но и из других регионов России, превращая его тем самым в крупнейшее праздничное действо в Поволжье. Лейсан Сабирова прониклась духом Уява. Слова приветствия звучат на 3 языках, но больше на этом празднике говорят по-чувашски. У входа поют песни на чувашском и уводят в пляс. На праздник, который всегда отмечался с появлением первых всходов, доставали самые красивые наряды. И сегодня строгие костюмы гости прячут под чапан с национальным орнаментом. Слово «уяв» толкуют по-разному. Более точный перевод – это «блюсти». Но также есть варианты как «уяз», то есть дело бездельничания. Это пора, когда можно передохнуть. Песни и танцы – обязательное сопровождение Уява, как и хождение в гости. Раньше жители близлежащих деревень собирались в одном из сел и встречали их именно этой песней. Заходите в дом и садитесь за стол, будем вместе разговаривать, петь и все веселиться. Попробуйте, очень вкусное! Для хорошего урожая все должно быть вовремя – и солнце, и дождь. На каждый случай свой обряд. Это у нас каша дождя, который мы общей силой готовим. Продукты собираем со всей деревни, по каждым домам ходим, кто что дает. И вот получается в итоге каша всей нашей деревни. Традиционной каши – традиционный квас. Делают его из ягод и свеклы. Он удаляет жажду. После посевных, после уборочных всегда делали это сра. Выпиваешь на поле и жажду убивает. Вот за это спокойно передается. Чувашский народ всегда славился гостеприимством. На столе самые вкусные угощения. Куран-кукли – вареники, хупло – курник, пирожки, творог и кисломолочный напиток, который утолял жажду в летний зной. Вот эти наши национальные блюда готовят обычно к большим праздникам, как Уяв, на свадьбы, пожалуйста. Чуваши вышивали гладью, крестиком. У них особый орнамент. Вот орнамент, посмотрите, вот такой, примерно такой. Ну, бывало и в цветочном стиле. Это зависит от области. По особым праздникам, как Уяв, дом принято украшать полотенцами. У татарстанских чувашей преобладают геометрические узоры и цветы. Это связано с синтезом соседствующих культур. Схожи и обряды. Но Уяв, как и на Сабантуе, проводят состязания, и самый популярный из них – борьба. В Хузангае есть такие строки. В соседних памятных селениях татарин, русский и чуваш зовут друг друга с уважением и теж товарищ и югаш. Дружба народов Татарстана скреплена в веках. Праздник Уяв на Нурлатской земле проводится уже 8-й год подряд. Сюда съезжаются представители чувашской национальности не только из районов республики, но и регионов России. Проведение подобных праздников возможно благодаря государственной программе по национальной политике. Фольклорный коллектив из Пермского края на Уяв впервые, как не здесь, петь о дружбе. Папа нам песню пел «Папа, пой, папа, пой». И песнь, папина песня, мы ее до сих пор поем. И когда приезжаем даже в гости сюда, они тоже говорят, ну не сюда, в Чувашию. И говорят, мы эту песню вообще не слыхали, забыли, это у нас старинная песня. В конкурсе на лучший наряд коллективу из Чувашии конкурентов нет. Демонстрируют национальный наряд чувашских женщин. Вот так вот издревле наряжали чувашских невест. В таком наряде чувашская невеста ходила всю жизнь и на работе, и дома. Один вот только такой наряд, как он называется? Маниста. Маниста весит больше 5 килограммов. А после того, как уже наряд невесты готов, поют такую свадебную песню. Сейчас нам ее продемонстрируют. Слова этой песни – советы невесте, как угодить свекрови и родственникам мужа. Кстати, проведение свадеб именно в период празднования Уяв гарантировало счастливую жизнь.
На Уяв молодые люди присматривали себе невест. И этот праздник не исключение. Свое трудолюбие девушки демонстрируют на конкурсе «Чувашская краса». Блюда готовили мы с мамой вдвоем. И слова под блюдо подбирали, и тщательно готовили танец. По поверьям, чем больше песен исполняется и чем громче они звучат, тем легче будет селянам в стратную пору. То, что Татарстан – один из самых хлебных регионов, не сомневается никто. Сегодня в Татарстане проживает около 120 тысяч чувашей. Хотел бы поблагодарить чувашей, работающих в Татарстане, которые сегодня играют видную роль в культурной, общественной и экономической жизни. Славные традиции наших предков вы здесь, именно на татарской земле соблюдаете и обучаете именно подрастающее наше поколение. С 2006 года Нурлат считается столицей Уява. На традиционной площадке в Год культуры между профильными министерствами Татарстана и Чувашии подписывается соглашение о сотрудничестве. Закрепляем на бумаге те дружеские наши связи, которые уже на протяжении многих десятилетий, можно сказать, между Чувашской республикой и Татарстаном существуют. Завершается праздник традиционным хороводом. Держась за руки, не обрывая цепь, создают несколько кругов, демонстрируя единство и согласие. Присоединяются и первые лица. Лейсан Сабирова, Константин Бушуев. Республика. Итоги недели.